В Крыму состоялось открытие памятной плиты воинов-якутян в годы Великой Отечественной войны, сражавшихся за освобождение Крымского полуострова. Мемориал установили наши земляки. Он располагается в братском захоронении Ленинского района в селе Заветное. Кстати, памятник воздвигнут на средства благотворителей. Все подробности у моей коллеги Айсены Бурнашовой. Первый памятник на территории Крыма, посвященный воинам из Якутии, открыт. Место выбрано не случайно. Воинское захоронение в селе Заветное считается одним из самых крупных, расположенных близ города-героя Керчь. Инициатива установить мемориал у якутских общественников Крыма зародилась еще в 2020-м. В прошлом году начались организационные работы и сбор благотворительных средств. Всего за 5 дней необходимая сумма была собрана. И уже сегодня гранитный памятник весом в 600 килограммов встал на свой постамент. Это все результат большой активной общественной работы наших земляков. Здесь, на Крымском полуострове, работает филиал Общественного совета нашего постпредства. Вообще речь идет о сумме 127 500 рублей. Это то, что у нас по счету. Откликнулось 43 человека. Все деньги были собраны исключительно только за счет пожертвований. Крымские города крупные, конечно, были все, где живут наши земляки, все поучаствовали. И из Якутии, да, школа номер 15 и работники предприятия «Горсвет». Установка мемориала – это прежде всего дань памяти. В апреле 44-го на полуострове началась Крымская наступательная операция. Сухопутная группировка включала 30 стрелковых дивизий и 2 бригады морской пехоты, 6 тысяч орудий и минометов, более 500 танков и свыше 1000 самолетов. Войска 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии вместе с Черноморским флотом и Азовской флотилией по всем направлениям сметали врага. Советским солдатам удалось отбить немецкие контратаки. Операция завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта. Но победа досталась ценой больших потерь. Целью наступательной операции стало освобождение Крымского полуострова. Якутяне сражались в составе 242-й горнострелковой дивизии и форсировали Керченский пролив. Также якутские бойцы воевали в составе 383-й и 318-й стрелковых дивизий. По неполным данным, свои головы здесь сложили более 100 якутян. Они все герои, которые погибли при обороне и освобождение Керченского полуострова в годы Великой Отечественной войны. 12 апреля 1944 года знаменательная историческая дата. С этого момента к нам пришел мир. Сооружений, хранящих память о подвиге якутских солдат и победе советской армии над фашизмом, должно становиться все больше, уверены крымчане. Нести в сердцах подвиги красноармейцев мы должны сквозь столетия. Память всегда нужно чтить, независимо от того, где погибли наши воины. И самое главное – прививать нашей молодежи это, нашему подрастающему поколению. Я очень рада, что поставили памятник якутянам в Крыму. Воины-якутяне сражались за наше мирное небо. Спасибо им большое. Якутия – первый регион, который установил памятник на территории воинского захоронения в Заветном. В планах у землячества Крыма и поисковая деятельность. В архивах и книгах памяти они уже нашли имена 10 якутских солдат с их личными документами и установили точные места их захоронений. Пофамильно я могу назвать Адарыков, Алексеев, Амуков, Андреев, Атласов, Воловский, Васильев, Васильев, Иванов, Исаков. Это люди, которые документы мы могли поднять в архиве в Керчи, в Совете ветеранов. Больше нет сведений таких. Желательно найти нам родственников, чтобы они отозвались. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Крым.